думаете, вы сумеете нас обмануть, солгать, глядя в глаза? Даже если это так, сердцебиение вас выдаст. Детектор лжи заставит сказать правду. Это программа для смелых. Здравствуйте! В эфире Абхазского телевидения самая правдивая программа «Аман». Сегодняшняя гостья нашей программы очень хрупкая, творческая, молодая девушка Анна Агарба. Вы думаете, мы ее пощадим? Нет. Мы узнаем о том, о чем она хотела бы промолчать. Анна Агарба окончила Абхазский государственный университет, филологический факультет. Однако, не умолкая, она часами пела и не писала стихи, как предполагалось. Поэтому родители ее отпустили в Санкт-Петербург изучать музыкальное искусство эстрады и джаза. Все самое лучшее о ней вы найдете на ее странице в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке. То, о чем она хотела бы не рассказывать, узнаем сегодня в программе «Аман». Анна, ты нервничаешь? Ну, есть немного. Правильно делаешь. Ты готова ответить на самые откровенные вопросы и пройти испытание на детекторе лжи? Ну, попробуем. Анна Агарба, я задам тебе 10 вопросов, острых и, может быть, порой неприятных. Ты отвечаешь коротко, да или нет. Правильный ответ выдает детектор лжи. Это видят наши телезрители. Если из 10 вопросов будет большое количество правильных ответов, ты проходишь это испытание, и я тебя провожу в студию «Аман». Вдохни поглубже воздух. Начали. Тебе приходилось врать? Да. Ты когда-нибудь пакостила другой девочке? Нет. Ты поешь в душе? Да. У тебя есть секреты от своего мужа Зафаса? Нет. Ты не терпишь соперниц? Нет. Не терплю. Ты готовишь хорошо и вкусно? Ну, думаю, да. Ты любишь свою свекровь? Да. Уборку в доме ты считаешь напрасной тратой времени? Да. Ты когда-нибудь сплетничала? Нет. Наш детектор говорит, что ты выдала много правильных ответов. Поэтому открываем перед тобой двери нашей студии «Аман». Прошу. Добрый вечер, молодые люди. Ознакомлю вас с Анной Агарба. Кто посмелее, начинайте. И не жалейте ее, потому что и прислушивайтесь к ее ответам. Сказала ли она правду или где-то слукавила, мы узнаем в конце, когда будем с вами голосовать. Молодой человек. Расскажите о себе, используя только прилагательные. Здравствуйте. Хороший вопрос. Сложно. Ну, молодая, наверное, все еще. Целеустремленная, я думаю. Послушная дочка. Ну, послушная. Послушная дочка, а послушная ли жена? Послушная дочка, жена, не знаю. Послушная, значит... А я так надеюсь, что немножко привлекательная. Немножко мы пропустили. Да, читающая. Интересующаяся многим, всем. Ну, наверное, хватит. Я думаю, она будет очень долго перечислять свои достоинства. Вы заметили? У нее не было ни одного недостатка, только одни хорошие прилагательные. Следующий вопрос. Верите ли вы в существование ада или рая? Да, философский вопрос. Ну, как христианка, я, скорее всего, да. Мой ответ – да. Я верю в существование, но как конкретно это выглядит, я пока еще себе не могу представить. Анна, у ваших родителей всегда были разные политические предпочтения. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к политике?
Ну вот, как вы сказали, у родителей всегда были совершенно противоположные политические взгляды. Политические взгляды, они должны оставаться вне семьи, да? А дома эти темы должны быть табуированными, запретными и семейных отношений не касаться. Я лично никак к политике не отношусь. Я стараюсь, более того, даже не комментировать и считаю, что мое дело заниматься музыкой, творчеством, искусством, но никак не политикой. Встречный Следующий вопрос Да, можно? конечно. Вот, допустим, вы встретились бы с нашим президентом один на один. О чем бы вы у него спросили в первую очередь? Хороший вопрос. О чем бы я его спросила? Я бы спросила, почему так плохо финансируется культура. Ну, для меня это вопрос очень важный, принципиальный, потому что я считаю, что культура — глава всему, образование и культура прежде всего должно поддерживаться в государстве. Молодая девушка, школьница. Здравствуйте, я с 4-й школы Иванова Ильяна. Можно вам такой вопрос? Вы недавно сказали, что вы начитанная. Какие книги вы читали? Последние вы имеете в виду? Вообще? Вообще. Ну, естественно, я в школе всю школьную литературу читала, от корки до корки. Вот честно вам признаюсь, я была тем книжным червем, который читал все. То есть «Войну и мир» все 4 тома и так далее. Я вот если взять русских классиков, очень люблю Достоевского. Очень люблю Чехова, я люблю Бродского, последнего книга мною прочитана, это Бродский, «Набережная неисцелимых». Если кому-то будет интересно, почитайте обязательно. Из абхазских писателей это, конечно, прежде всего мой любимый Алексей Гогуа. Очень люблю Нелли Тарбо, люблю Сомерсета Моэма, Шекспира. Ну, я сейчас вперемешку все говорю, непоследовательно, извините. Вот. Ну, подтвердила свое прилагательное начитанное. Следующий вопрос. Здравствуйте, Кварти Милена, 6-я школа. У меня такой вопрос. По любви ли вы вышли замуж, и какие черты характера вам нравятся в Зафасе Гамке? Такие осведомленные ребята. Да, естественно, нескромно по любви. Но в 20 лет, мне кажется, иначе никто не выходит замуж. Вот. Что касается моего супруга, мне очень... Первое, что меня в нем привлекло, то, что у него безупречный вкус. Вот правда, безупречный вкус, особенно в музыке, что для меня было очень важно. А потом он был не безразличен к тому, что я делаю, он всегда меня очень поддерживал. Он был буквально на всех моих репетициях, он всегда советовал мне по выбору репертуара, давал ценные советы и так далее. Я в нем ценю то, что он не стоит на месте, он постоянно развивается, пытается развиваться, как это здесь возможно делать. Он всегда меня удивляет. Ну, бывают такие темы, на самом деле, которые мы так нечаянно затрагиваем, и он меня удивляет. Это очень важно в отношениях — удивлять человека. Мне нравится его ответственность, его пунктуальность. Ну вот насчет второго, на самом деле, я себя могу поругать. У меня иногда бывает, я опаздываю, да, бывает. Я стараюсь с этим бороться. В общем, она нашла себе принца на белом коне. Теперь все девушки, наши принцы, они существуют. Существует. Следующий вопрос. Она все время улыбается, значит, ей комфортно. Нам надо создать ей зону дискомфорта. Скажите, пожалуйста, как ваш супруг относится к тому, что вы не живете на данный момент вместе, то есть вы учитесь в другой стране, он находится тут, и не мешает ли это вашим отношениям? Вообще очень непривычно на большую публику говорить о личном, но он меня поддерживает, опять-таки я говорю, и я это в нем очень ценю, что он не стал против моей учебы. Я не скажу, что я карьеристка, но мне было важно получить именно образование музыкальное, высшее. Сложно на расстоянии, естественно. Мы часто ездим, он приезжает в Санкт-Петербург, я приезжаю домой, естественно. У нас есть, опять-таки, общие интересы, которые мы там поддерживаем. Мы ездим вместе на концерты, путешествуем много, вот.
Материнство входит в ваши ближайшие планы? И знаете ли вы, как надо воспитывать ребенка? Хороший вопрос, спасибо. Ну, этот вопрос, я знаю, волнует многих. Ну, не волнует, скажем, интересует. Естественно, да, как любая девушка, женщина, это входит в мои планы. Сказать ближайшие, смотря что вы подразумеваете под этим словом ближайшие, ну, в этом году, наверное, нет, у меня учеба пока. А так, естественно, да. Знаю ли я, как воспитывать ребенка? Я видела, как это делала моя бабушка, воспитывала внуков, моя мама воспитывала нас. Это для меня достойный пример, но вместе с тем я читаю литературу, психологию, я смотрю на своих ровесниц, на женщин вокруг, на то, какие, возможно, они допускают ошибки при воспитании ребенка. Я надеюсь, что в свое время я постараюсь сделать это лучшим образом. Просто дополню. Мои незамужние подруги все знают, как надо воспитывать детей, и их дети будут самыми воспитанными, но они не замужние еще. А можно еще один вопрос? Конечно. А какую музыку слушаете вы? Очень выборочно отношусь к музыке, я не слушаю, что попало. Другое дело, что иногда приходится по роду деятельности, по работе узнавать, слушать другую музыку, быть в курсе другой музыки. Что касается направлений, очень люблю, естественно, джаз я люблю, хороший джаз. Я очень люблю классическую музыку, потому что я на ней выросла. Очень. Когда мне хочется расслабиться, я прежде всего включаю музыку классическую. Я очень люблю импрессионистов, Дебюсси, например. Я расслабляюсь под такую музыку. А что касается современной музыки, очень люблю фанк, поп-фанк, нео-соул люблю. Какие 3 вещи вы возьмете на необитаемый остров? Я, наверное, не выживу на необитаемом острове. Ну, не знаю, вы вот сейчас сказали, и мне первое в голову приходит книга, наушники. Она точно не выживет на необитаемый остров. Нельзя. Наверное, нужно будет какой-нибудь инструмент. Это будет топорик, не знаю. Сложный вопрос. Сабина? Анна, почему вы думаете, что вы не выживете? Может, потому что вы готовить не умеете? О, какой вопрос. Готовить я люблю. Готовлю. Люблю абхазскую кухню готовить. Абуста хорошо делаю. Ахут тоже, просто классический. Вот. Люблю итальянскую кухню, осваиваю ее. Вот. Недавно научилась ризотто готовить. Вот. Ну, правда, Готовит ли Зафас для тебя? он для меня не готовит. В каких странах вы побывали, в какие бы вы поехали бы? О, это мой любимый вопрос про путешествия. Италия — это вот, моя душа там постоянно, не знаю. Может, потому что она очень Абхазию напоминает. И по темпераменту они нам близки. Я очень люблю Италию. Франция, Париж — самый необыкновенный город на земле. Вот. А побывать я мечтала бы в странах. Вот, я бы с удовольствием съездила в Нидерланды и в Америку, наверное. Очень хочу увидеть Ниагарский водопад. У тебя хороший английский. Ну, я не практикую его вот так, но и я даром не прошу. Анна, вы сказали, что вы любите путешествовать, и вы много путешествуете. Скажите, пожалуйста, кто финансирует ваши поездки? Это не каверзный вопрос. Ну, на сегодняшний день, на самом деле, я не обладаю такими финансовыми возможностями, чтобы самостоятельно спонсировать целиком поездку. Поэтому, да, я вношу какой-то свой вклад в нее, естественно, но в основном это супруг, наверное, да. Опишите, пожалуйста, какой вы видите свою жизнь, лет через 20? Поставленных целей достигнуть, чтобы у меня за плечами были альбомы мои, клипы, естественно, чтобы у меня была семья, дети, которые меня будут любить, уважать. Сколько? Ну, я думаю, что 3. Ну, в идеале, опять-таки. Я надеюсь, что я не буду ворчливой женщиной средних лет. Бигуди? Ну да. Нет, ничего против не имею, но хотелось бы, конечно, сохранить в себе легкость, какую-то непосредственность, наверное,
свободу в каком-то смысле, потому что женщины с возрастом, они начинают себя ограничивать очень сильно. Бывало ли в вашей жизни, что вы ошибались в людях? Ну, естественно, как и у всех это бывает, к сожалению, да. И это очень больно, это очень неприятно, но всегда нужно извлекать урок из прожитого, из пройденного и попытаться не допускать ошибок. Я не имею в виду закрываться ото всех, там, обрастись коркой какой-то, нет. Просто постараться выстраивать с людьми такие отношения, чтобы в итоге в них не разочароваться. И главным образом не очаровываться в людях, что вот во мне есть очень большой минус, черта. Я наделяю людей качествами, которыми они не всегда обладают. Ты думаешь о людях лучше, чем они есть на самом деле. Это черта у многих творческих людей. Следующий вопрос. Анна, вот скажи, пожалуйста, как мы поняли, твой супруг готовить не умеет? Получается, тебя дома нет. Как же тогда он питается и кто ему готовит? Она тебя добьет. Хороший журналист. У моего супруга замечательная мама, которая очень вкусно готовит. У него есть сестра, умница-рукодельница, которая вкусно делает выпечку. И как-то, знаете, они меня спасают, за что я им премного благодарна. Да, они меня выручают. Так. Вопрос. Денис. Скажите, а какая бы была ваша реакция, если вы увидели своего мужа с другой девушкой в кафе? Я задам ему несколько вопросов, даже, возможно, сделаю вид, что я этого не заметила и совершенно не в курсе о том, что такое произошло. Просто задам несколько вопросов, посмотрю на реакцию, а потом буду исходить из ответа. Как вы считаете, кто у вас в семье главный? Ну, естественно, супруга, да. Но... А как это определяется? Он ответственен за все принимаемые нами решения. И, когда встает какой-то важный вопрос, естественно, мы разговариваем, мы обсуждаем. Но последнее слово, наверное, за ним все-таки. Но умение находить компромисс – это, наверное, самое важное в отношениях. Какой бы подарок вы хотели получить от мужа? Вообще я хочу, что касается музыкальной техники, я очень хочу одни ушные мониторы, которые, нескромно скажу, дорого стоят. Вот, но он в курсе, если что, это не будет секретом. Чиковани Камила, 4 школа. Если бы о вас написали биографическую книгу, то какое было бы у нее название? Очень пафосно, конечно, звучит, но вот жизнь, как она есть. Наверное, так. Какое у вас сейчас расположение духа в настоящий момент? В данный момент? Да. Мне хорошо, мне комфортно с вами общаться. Либо она на самом деле умеет говорить правду, либо она профессионально умеет врать. Я пока не прочувствовала. Дальше, кто еще задаст вопрос? Боитесь ли вы смерти? Мне кажется, нет. Но перед лицом опасности, естественно, срабатывают инстинкты, наверное, человеческие, самосохранение. Но вот смерти как неизвестности, наверное, нет. А в рай попадают только те, кто говорит правду. Следующий вопрос. Кто в твоей жизни является идеалом? Это, наверное, моя мама. Потому что она состоялась как личность, она состоялась как женщина, как супруга, как мать. И вот для меня она идеал. Если у вас будет выбор между семьей и творчеством, что вы выберете? Еще один каверзный вопрос, да? Сложный вопрос, на самом деле, потому что я не разделяю свою жизнь и творчество. Это как выбирать между жизнью и не жизнью. Я не знаю. Это это та часть моей жизни, которая без которой я ее не представляю себе. Я пыталась как-то отодвинуть все даже не на второй план, а вот отдаться всецело семье, да. У меня не получилось. Я просто стала угасать. Анна, а зачем надо было поступать на филологический, если вы хотели заниматься музыкой всю жизнь?
Вопрос к моим родителям. Дело в том, что папа не хотел меня в 17 лет отпускать в Россию, далеко от себя, не знаю, беспокоились. Вот. И когда стал вопрос, куда поступать, так как я на самом деле в школе, вот честно я вам скажу, спросите у моих одноклассников, я хорошо училась. Я была отличницей, слишком правильной. Вот. Когда стал вопрос о выборе профессии, я исходила из того, что я больше всего люблю. Я любила английскую литературу, я любила читать, и мне нравилось читать в оригинале. И благодаря моему педагогу по английскому я всю жизнь буду благодарна. И, наверное, поэтому филфак. Ну, потом мама у меня тоже филолог, и как-то так. А чем вы любите заниматься в свободное время, кроме музыки? А я люблю ходить в театр. Очень люблю. А если театра нету? Музей. Люблю Всё же связано с музей. культурой. Да, ну, я не знаю, плохо ли это, наверное, хорошо. Потому что меня, ну, признаюсь, не особо интересует спорт. Спорт должен быть в жизни, ну, чтобы человек был физически сильным, да, крепким. Но сказать, что я посещаю спортивные какие-то мероприятия, там, футбол, хоккей, нет, я от этого далека. Я люблю свое свободное время проводить в театре, в музее и в кино, да. Сколько у вас подписчиков в Инстаграме? Сейчас точно не скажу, но... Мы проверяли. Около 5. Да. Ответьте, пожалуйста, честно, вы их накручиваете? Нет. Я почти уверена, что много левых страничек и много всяких фейков, там, ботов, или как их называют, но... Зачем? Если человеку ты интересен, он как бы подпишется на тебя. Мне интересно знать, что обо мне думают, как меня воспринимают. И я подключила статистику, чтобы знать, чего хотят от меня мои подписчики, что им интересно. Какие фильмы вы смотрите? Ну, у меня сестра младшая, она режиссер в будущем. Вот. И она меня подсадила на очень хорошее кино. Киноклассику. Я очень люблю итальянских режиссеров, документальное кино люблю. Расскажите немного о ваших творческих планах. Я планирую, даст Бог, в какое-нибудь ближайшее время записать альбом все-таки. Ну, пора уже. Я очень хочу привести свою группу из Санкт-Петербурга, музыкантов, и устроить живой концерт. Небольшой. Нет амбиций на филармонию, какое-нибудь камерное помещение. Это давнишняя моя мечта, вот. Как мы знаем, вы учитесь за границей, а ваш супруг находится здесь. Как к этому относится ваша свекровь? Вот честно, святой человек, очень терпеливая женщина. Она меня поддерживает. Ну, да, это выглядит, конечно, такой красивой сказкой, но моя семья меня, правда, поддерживает. И сестра его очень поддерживает. И они только рады моим успехам. Я вот шла на запись к вам, и мы пообедали все вместе, они мне пожелали удачи, вот, и сказали, что держат за меня кулачки. Ну, к счастью, мне повезло, да, рядом со мной люди, которые меня понимают. Завершая нашу сегодняшнюю беседу, я хотела бы задать вопрос от ведущей. Ты так много говоришь о творчестве, ты так много говоришь о музыке, ты всецелостно отдаешь себя музыке. Так почему, Анна, ты до сих пор не популярна? Что происходит? Почему ты не добилась больших высот? Больших высот? Наверное, я их просто не ставила. У меня не было амбиций, когда я уезжала отсюда, я не знаю, покорить российский шоу-бизнес, наверное. Мне важно не то, какое количество у меня будет слушателей, подписчиков и так далее. Мне важно их качество. И если по возвращению сюда или там у меня будет небольшой круг слушателей, которые будут ходить на концерты, слушать мои альбомы, любить мою музыку, мне это гораздо важнее, чем огромные стадионы людей, которые просто приходят, потому что это модно. В свое время, вот 4 года назад, я сделала выбор: остаться здесь, продолжать строить то, что уже было, или уехать и попытаться развиваться.
И я выбрала путь развития. И мне кажется, наполнившись там, получив там багаж определенных знаний, там, опыта и так далее, я буду гораздо более интересна для слушателей здесь. Спасибо за интервью. Наше время вышло. Анна говорила очень красиво. Я уверена, она расположила к себе телезрителей и вас, нашу аудиторию. Я тебя провожу в нашу другую комнату, а с ребятами мы еще пообсуждаем. Спасибо. Похлопаем Анне громко. Она выдержала наше интервью с улыбкой. Ни разу не запнулась, не старалась не нервничать, по крайней мере. Я не знаю, она умеет скрывать правду так профессионально или она на самом деле такой искренний человек. Давайте мы за нее сейчас проголосуем, вернее, вы проголосуете за нее. И скажите мне, поверили ли вы Анне Агрба? 2 человека, все, у 3, у 4 уже. У 4 оказались сомнения. Ну, а большинство проголосовало за то, что она говорила правду. Еще раз хлопаем Анне. Спасибо, спасибо за интересные вопросы. Я надеюсь, мы с вами увидимся через неделю. Анна, как ты себя чувствуешь? Мне беседа наша понравилась. И интересные вопросы были. Мне показалось, что им было интересно. Какой вопрос был самым сложным? Их было, пожалуй, несколько. Но мне показалось, что самым сложным был вопрос про то, если бы написали книгу обо мне, биографическую, как бы я ее назвала. Вот я вообще как бы не задумывалась никогда о таком. А какой вопрос тебе понравился? Мне понравился... Вообще многие вопросы понравились, но рассмешил меня вопрос про политический взгляд родителей. Да, было смешно. Да, ты очень много смеялась на передаче и даже этим пыталась задобрить меня. Держи маркер, оставляй свой след на нашей стене. Анна, несмотря на то, что я тебя не щадила, ты оставила очень приятное впечатление о себе. Мы ждем тебя в нашей студии «Оман» через некоторое время, когда ты добьешься тех успехов, которых ты хочешь добиться. Это была самая правдивая программа на абхазском телевидении «Оман». До следующей встречи.